преддверии Дня печати глава Коми встретился с писателями республики. Место встречи – Дом творчества писателей Лимью. В этом году он преобразился. В порядок привели фасад здания, заменили окна на пластиковые, отремонтировали крыльцо и все комнаты. Теперь здесь натяжные потолки, гипсокартонные стены, ламинат на полу. А еще новая сантехника, межкомнатные двери, обновленные лестницы. Без вашей помощи тут бы ничего не было. Но вот, видите, сделали навесные потолки. Да. Это все гипсокартон. Вот здесь у нас вообще было, смотрите, не пройти. На деньги благотворителей была закуплена и новая мебель, диваны, шкафы, столы, встроенная кухня. Смонтировали здесь новую систему пожарной сигнализации. Обсудили и волнующие писателей темы, к примеру, о выплате стипендий мастерам пера. Мы уже на встрече с вами говорили, что хорошо бы нам сделать стипендию. Мы встретил, готовы выплачивать ничего, поэтому всем сейчас доложат. Наверное, 8 субъектов, где сегодня есть такие выплаты, но они есть либо ежемесячные, либо они есть разовые. Да. Ежемесячно у нас варьируется где-то от 1500 до 10, разовые, но это Московская область, единственный субъект, от 12 до 21 тысячи. При этом, как отмечают члены Союза писателей Коми, важно поддержать не только заслуженных авторов, но и молодых. Глава Коми предложение поддерживает, как и другое об организации в республике Центра взаимодействия литератур народов России. Вот центр притяжения, если мы еще не проспали, если еще этот поезд никто не захватил, он уже идет в каком-то направлении, то это надо делать. Потому что сегодня надо наполнять столичную пустоту Сыктывкара, наполнять столичными проектами. Вот сегодня мы же утвердили, приняли закон о столице республики. Да? Поэтому сейчас надо наполнять столицу именно столичными проектами. Вот это, в принципе, столичный проект. Только его надо сделать именно таким центром притяжения.